Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Вести Тимана». Сосногорск, в студии Мария Ледовских. В начале коротко некоторые темы выпуска. Прямой диалог. Сосногорцы озвучили проблемы и задали вопросы главе района. Мораль сей басни такова. Юные таланты со всего района выступили на ежегодном конкурсе чтецов среди дошкольников. И казанские узоры. Ученица детской школы искусств заняла первое место на международном конкурсе. Очередной гуманитарный конвой ушел из Сосногорска в зону проведения специальной военной операции. Активисты общественного центра «Сосногорск-Донбассу» отправляли помощь солдатам из Коми порядка 10 раз. Ездили и сами. Уже не первый раз в поездке участвует и глава района Ильдар Махмутов. Подробности в сюжете Полины Вивденко. Из Сосногорска в Донецкую область отправилась фура, груженная гуманитарной помощью. Дизельные генераторы, бензопилы, газовые баллоны и горелки, маскировочные сети, теплые вещи, медикаменты, перевязочные материалы, средства реабилитации, посуда, продукты питания, шансовые инструменты, а также доски и гвозди. Казаки общества станицы Сосногорская передали нашим военным автомобиль «Нива». Собирали, как обычно, со всего района, и не только с нашего. Много посылок, зная, что мы уезжаем, нам привозят Усыльмы. Они много и адресных посылок привозят, и много привозят посылок вообще в целом. Ижемский, Усыльмский район, в целом ребятам, как они там пишут сверху, посылка солдату. Вот. Опять же, посылки были с Нижнего Одесса, Устюхта, Керки, Поляна. Ввиду опасной обстановки разгрузка фуры в зоне СВО проходит очень быстро, поэтому посылки заранее промаркированы. Необходимо действовать слаженно. Вместе с активистами снова отправился глава Сосногорского района Ильдар Махмутов. Здесь вот в общественном центре проводится большая работа, в том числе и волонтеры приходят, и школьники, и взрослые, и ветераны боевого братства Афганистана. Вот сейчас непосредственно они занимались погрузкой автомашины. Вот, в общем, все принимают участие, поэтому еще раз хочу всех поблагодарить, руководителей предприятий, учреждений, организаций, простых жителей нашего района, за все, что они делают. Поездка на передовую займет неделю-полторы. Необходимые вещи будут доставлены нашим землякам из Коми края, которые сражаются в зоне СВО. Полина Вивденко, Павел Дурников и Ростислав Синайский. Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорской общественной приемной главы Коми прошла прямая линия с главой района Ильдаром Махмутовым. На вопросы жителей отвечали также начальники управлений жилищно-коммунального хозяйства и образования. Подробности далее. Пообщаться с главой напрямую хотели многие. Телефон не умолкал с самого начала прямой линии. Было немало вопросов, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством. Например, достаточно дорогое обслуживание дома. Начальник управления ЖКХ Виктория Гоголева пояснила, что управляющие компании сами устанавливают тарифы на свои услуги. Однако решение есть. Вы вправе найти другую, у нас 4 управляющие компании в городе, либо создать ТСЖ на своем доме. У нас есть положительные примеры работы ТСЖ на домах. Это ТСЖ Горького 17, ТСЖ Лермонтова 2 и иные ТСЖ. И вообще уйти от способа управления такого, как управляющая компания. И определить размер платы тот, который будет достаточен вам, жильцам, для обслуживания вашего дома. Другой вопрос касался содержания зимних автодорог, в частности по направлению Керки-Пожня. Виктория Викторовна отметила, что подрядчики регулярно чистят зимники, а специалисты управления выезжают на место, чтобы проконтролировать качество выполненных работ. Активисты из Войвожа подняли вопрос о ремонте памятника Ленину. Для этого необходимо принять имущество в муниципальную казну путем голосования на Совете депутатов городского поселения. Смета на ремонт уже составлена. Порекомендовать хотелось бы, чтобы инициативные люди с вашего поселка, кто-то взял на себя инициативу и подготовил программу в народный бюджет на ремонт памятника. Там до 2 миллионов выделяется денег. И я думаю, если с таким проектом выступить, подготовить и такой проект направить,
он обязательно выиграет. Ильдар Зульфарович заверил, что в Войвож будут направлены специалисты администрации, чтобы помочь активистам с оформлением документации для участия в народном бюджете. Также прозвучали вопросы, касающиеся улучшения жилищных условий многодетной семьи и другие. Все были зафиксированы и взяты на контроль начальниками управлений и лично главой района. Полина Вивденко, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Дошкольники со всего Сосногорского района выступили на конкурсе чтецов, который прошел в детском саду номер 14. В этом году мероприятие было приурочено ко дню рождения русского баснописца Ивана Крылова. На конкурсе побывала и наша съемочная группа. Конкурс чтецов среди дошкольников Сосногорского района проходит ежегодно. Но если обычно малыши готовят для выступления стихи, то в этот раз представили на суд жюри басни. Конкурс был посвящен 255-летию со дня рождения Ивана Крылова. Поймала кошка соловья, бедняжку когти запустила и ласково его сжимая говорила: «Соловушка, душа моя, я слышу, что тебя везде за песню славят, и с лучшими певцами рядом ставят». Подготовкой номера обычно занимаются педагоги, родители помогают. Костюмы и декорации были частью большинства выступлений. Я Юпитера просила, чтоб голос дать ей соловья, а то уж говорит, мне жизнь моя постыла, куда ни покажусь, то все меня дичатся. Но главное, конечно, артистичность, и юные конкурсанты постарались включить ее на максимум. Саша Милевская прочитала басню «Стрекоза и муравей». Нас выбрали воспитатели, они ее заметили. Мы перешли в этом году в этот садик, мы до этого ходили в другой. И ее заметили, отметили и предложили ей поучаствовать в этом конкурсе. И мы вот попробовали, поучаствовали. Готовились в садике и дома репетировали. Мы учили эту басню, но я не могла ее запомнить, но я ее запомнила. А Егор Хозяинов подготовил басню «Кукушка и петух». Мальчик представил детский сад номер 7, который находится в деревне Пожня. Конкурс очень понравился. Много эмоциональных деток было. Егорик первый раз был на конкурсе, но представил детский сад очень достойно. Мы рады, что у нас такой мальчик в нашем детском саду. Всего на конкурсе выступило 16 воспитанников подготовительных групп детских садов. Жюри из работников учреждений культуры и образования оценило участников по бальной системе. У меня очень много эмоций положительных. Все ребята молодцы, умнички, отлично вошли в образ, хорошо подготовили атрибуты, декорации. Педагоги большие молодцы, это тоже заслуженный их труд. И первое и второе места разделили двое конкурсантов. Каждому юному чтецу достался диплом за участие. Полина Вивденко, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Ученица детской школы искусств Нелли Букалова выступила на международном конкурсе фестиваля детского и юношеского творчества «Казанские узоры». Она исполнила 2 музыкальные композиции на фортепиано. Результат – звание лауреата первой степени. Полина Вивденко продолжит. В детскую школу искусств Нелли пришла в 1 классе 5 лет назад. Выбор пал на фортепиано. На этом инструменте играет и старшая сестра девочки, уже выпускница ДШИ. В прошлом году вместе с преподавателем Татьяной Стороженко было решено, что Нелли готова к участию в крупных конкурсах. Первым стала международная рождественская Москва и сразу место в 3 лучших. А в этом году юная пианистка выступила на конкурсе фестиваля «Казанские узоры» и стала первой в своей возрастной категории. Я очень была рада. Когда выходила на сцену, я была в шоке. И мне просто как будто, не знаю, как будто это сказка какая-то. Было волнение, я очень сильно переживала. То, что когда волнуюсь, забуду ноты, когда выйду на сцену. Я хочу дальше участвовать в других конкурсах и побеждать, закончить хорошо школу. Номинация, в которой победила пианистка, инструментальное творчество, классическое.
По словам преподавателя, подготовка детей к различным конкурсам ведется планомерно на протяжении всего учебного года. 2 произведения для выступления Нелли подбирали с учетом многих факторов, но один из важнейших, чтобы они нравились исполнителю. Произведения разные, разных характеров. Первое – ариэта, произведение кантиленного склада. Задача большая, звуковая, исполнительская. А произведение «Неистовый шторм» уже совершенно контрастное. Мы должны показать в техническом плане свое развитие и передать образ шторма. Выступлением Нелли Татьяна Геннадьевна довольна. В планах развивать талант ученицы и доказывать мастерство победами на всероссийских и международных конкурсах. Полина Вивденко, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. На территории Сосногорского района наблюдается снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними. Однако идет рост преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, то есть тех, в которых дети являются жертвами. Как уберечь ребенка от противоправных действий, рассказала старший помощник прокурора города Сосногорска Елена Жирякова. Большая часть этих преступлений, около 70%, это преступления в сфере половой неприкосновенности. То есть это такие преступления, как развратные действия различные и тому подобное. В данном случае необходимо отметить тот факт, что все эти преступления практически выявляются правоохранительными органами. То есть это не так, что вот мама или папа, то есть либо другой законный представитель приходит и заявляет в органы следствия, да, или иные правоохранительные органы о том, что в отношении его ребенка совершено преступление. Нет. То есть это в процессе каких-то доверительных бесед, либо там ребенок сообщил своей подружке или другу и тому подобное. И вот через какое-то время эта информация всплывается. И поэтому это свидетельствует о том, что зачастую у детей нет доверительных отношений со своими родителями, да, и иными взрослыми. Поэтому самое главное, чтобы ребенок, скажем так, не стал жертвой преступления, в частности полового, во-первых, в семье должно вестись правовое и половое воспитание с несовершеннолетними. Во-вторых, обязательно должен быть один или больше взрослых, пусть это не мама с папой, да, или бабушка, это кто-то взрослый, которому ребенок доверяет, которому он может все рассказать. Потому что зачастую дети боятся сказать своим родителям, да, там, или иным законным представителям о том, что с ними произошло. И поэтому зачастую такие факты всплывают только спустя определенное количество лет, либо вообще эти преступления у нас не регистрируются, да, не раскрываются, а это все остается с ребенком. В завершение выпуска коротко о погоде. На выходных и в начале следующей недели в Сосногорске похолодает до минус 16. Ожидается сильный ветер и небольшой снег. Погода будет пасмурной. На этом пока все. Хороших выходных и до встречи. Все о выборах в России мы расскажем вам подробно. Разобраться в них несложно, важно, честно и удобно. Зачем на выборах камеры? Я сегодня с папой вместе оказался в новом месте. Он хотел голосовать, кандидата выбирать. Мы зашли, я сразу замер. Пап, зачем здесь столько камер? Наблюдение за ходом честных выборов народом гарантирует закон. Наших прав на страже он. Если будет подозрение, что случилось нарушение, зафиксирует в мгновение этот случай наблюдение. Выбирать в стране свободно. Важно, честно и удобно. Военная служба по контракту. Работа для настоящих мужчин. Для заключивших контракт предусмотрены социальные льготы, гарантии и выплаты. Подробности по телефону в Сыктывкаре 32 15 88.